Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто у вас на пороге? Кто этот человек? Зачем и с чем к вам идет? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, как интересно. Пчела, пятерка. Мои хорошие, у вас на пороге человек, который вас несправедливо обижал, либо несправедливо обидел вот в недавнем времени. Человек с извинениями, даже с какими-то подарками у кого-то отыграется. Так этому человеку плохо, эта пятерка ему ни жить, ни спать не дает, аппетит пропал. Вот как глаза у человека открылись. Но у кого-то это женщина, у кого-то это мужчина. Тот, кто перед вами виноват, у вас на пороге и будет приносить вам свои извинения, будет дарить вам подарки. Ну, как возмещение, компенсация, да? Вина на этом человеке перед вами. Так совесть замучила. Прям действительно все не в радость. Человек сам себе не рад. Вот непонятно, зачем этот человек вас обидел, либо обижал. Может быть, кто-то этого человека против вас настроил. Может быть, человек сам ошибался относительно вас. Ну вот как все раскроется. Так, пчела. Но это кто-то, кто как мастер, да, работник, мастер, трудолюбивый человек. У кого-то буквально там придет мастер, скажет: я пришел там что-то починить, что-то сделать. Может быть, вы вызывали мастера. Может быть, это как от дома, да, дом управления, или как они там называются, к вам отправляет. Может быть, кто-то знакомого мастера вот попросил к вам прийти, там, оценить работу, либо объем работы, либо просто проверить что-то. Кстати, человек очень неплохой. И человек, несмотря на то, что у него там работа мастером, хотя, опять же, это неплохая работа, во многих странах это прям замечательная работа, но при этом очень интеллектуально развит человек. Вот с ним не только можно обсудить какие-то там его рабочие моменты, но еще и можно там поговорить о высоком, о культуре, об эстетике, о музыке. Да, человек прям очень, кстати, талантливый мне еще идет. Скорее всего, либо сам там пишет стихи, может быть, музыку сочиняет, поет хорошо, да, вот какой-то талант есть у человека. Так что не судите по рабочей робе, да, там за этой робой прячется нечто уникальное. И девушки, женщины, которые, допустим, скучают, да, и вы хотели бы разнообразить свою личную жизнь, обратите внимание на того мастера, с кем у вас вот прям встреча, кто у вас на пороге. Человек действительно может составить компанию, а у кого-то этот человек может стать достойным спутником вашей жизни. Да, так иногда бывает. Может быть, это его призвание, да, может быть, он не просто мастер, а он хозяин строительной компании, да, либо там компании, которая оказывает какие-то услуги, там, коммуникации, может быть, там, интернет проводит, может быть, там, сантехнические услуги, да. То есть непростой это мастер, непростой, очень хороший человек, очень талантливый, творческий и интеллектуально развит. Так, еще на пороге у вас показывает человека, кого вы не сразу вспомните, но вы знакомы. Человек из вашего очень далекого прошлого. Вы с этим человеком, какие-то дела имели. Может быть, вы вместе учились, может быть, вы вместе работали, может быть, в одной компании были. Может быть, этот мужчина, он муж, бывший муж какой-то вашей приятельницы. Вот где-то вы с ним пересекались, но пересекались чисто вот как в дружеской, да, какой-то тональности. Если работали, коллегами были, то были с друг другом знакомы, но как бы между вами ничего не было. Просто там привет, пока, да. Если там бывший муж вашей какой-то приятельницы,
Ну, опять же, визуально вы знали, но особо с ним там не контактировали. Даже если вы в одной компании были, либо вместе учились, то, скорее всего, разные интересы у вас были по жизни. Возможно, вы были там с другим парнем, может быть, он был с другой девушкой. Да? Как-то я не вижу между вами ничего личного, да, вот интимного ничего не вижу. Но при этом этот мужчина, он, не знаю, то ли он тайно влюблен в вас был все это время. Может быть, мужчина там головой понимал, что, ну, как бы, что я ей дам, да? Ведь я женат, либо она замужем, да? Ну, стоит ли срывать ее с места, стоит ли мне вообще признаваться в своих чувствах. То есть вы ему всегда либо нравились, либо он всегда был в вас влюблен. А тут я вижу его абсолютно свободным. То ли он развелся, то ли он, может быть, и овдовел, то ли еще что-то там случилось. Да? Вот он абсолютно свободен, и он хочет новой жизни. И вот когда к нему пришло это озарение, что я хочу новой жизни, он сразу подумал о вас. Вот ему стало интересно, как вы живете, с кем вы живете, одна ли вы, либо вы в браке. Ну, буквально этот мужчина вас искал. Достаточно долго искал. И у кого-то еще отыграется, что ему было очень сложно вас найти. Но вот я вижу его на пороге. То есть встреча у вас неизбежна. То есть вы его увидите, вы не сразу узнаете. Либо вам потребуется время, чтобы вспомнить, кто этот человек. Вот. А он вас сразу узнает, потому что он вас никогда не забывал. И надо сказать, что вы, ну, прям совсем не изменились. Все такая же прекрасная, все такая же в искрах, да, в пламени. Вот прям как время над вами не властно. Либо вы там в криокамере живете, да, поэтому вы не стареете. Возможно, генетика хорошая, да, вы молодо выглядите. А если и меняетесь, то меняетесь к лучшему, да, в лучшую сторону. Вот. Он вас сразу узнает. Вы с этим мужчиной прям будете говорить, и разговор у вас такой интересный идет. Будете вспоминать прошлое, будете вспоминать там общих либо коллег, либо общих приятелей. Ну, есть о чем поговорить, есть о чем. В принципе, мужчина на вас произведет хорошее впечатление. Но не так, чтобы вы прям загорелись и сказали: о, это все, это любовь. Нет, такого я не вижу. Хотя мужчина будет очень сильно стараться именно вам понравится, либо определить, там, нравится или нет. Может быть, мужчина у кого-то еще и честно скажет, что вот так и так, там, развелся, да, либо овдовел, теперь я вот хочу начать новую жизнь, ты мне всегда нравилась, и вот я тебя нашел, да, что скажешь? И вы такая: ну, не знаю, да. Там интересно, неинтересно. Ну, у вас разговор по-любому состоится. Мне вообще идет, что это будет не один разговор. То есть первый разговор у вас как личный идет, а потом вы будете, скорее всего, общаться, может быть, там в соцсетях, в интернете, там, в мессенджерах, по телефону будете общаться. Ну, я не вижу, что вы были против, но я и не вижу у вас какого-то особого азарта, да, что вы такая: о, он такой красивый, я так его хочу. Нет, такого я не вижу. Вот. А он, наоборот, вот прям будет ходить, там, слюнки глотать, потому что вы действительно красотка, вы действительно прекрасны, вы лучше, чем все остальные. Но вот у него есть намерение за вами приударить, ухаживать, и намерения у него достаточно серьезные. Как это правильно сказать? Далеко идущие, да? Еще у вас на пороге я вижу... Ну, тут больше похоже как гость. Гость на пороге, не знаю, к вам кто-то в гости либо придет, либо приедет. Человек, который либо в последний момент предупредит, что типа я еду, либо человек, который сделает вам такой сюрприз, да? Типа: я к тебе в гости приехала. Может быть, это кто-то из родственников, да, но кто может себе это позволить? Кто-то из родственников. Может быть, это кто-то, ну, это кто-то знакомый, да, знакомый, который понимает, что вы не откажетесь, да, не откажете в гостеприимстве, но и с другой стороны можете себе позволить вот так вот просто завалиться в ваш дом с приветом. Ну, мне идет, что гость. Вот вы к этому человеку относитесь как к гостю, да, гость на пороге. То, что не предупредил, либо предупреди слишком поздно, возможно, не очень понравится. Ну, как стресс, да, вы хлебосольная хозяйка, человек не предупредил, вы там не купили продуктов, там, фруктов, не знаю, угощения не купили. Может быть, у вас вообще какие-то свои планы были, да, человек вот просто приехал с бухты-барахты, и вам придется очень многое менять. Но с другой стороны, я не вижу, что вы этого человека выгнали. Вот мне почему-то идет, что это кто-то из родственников, кто может себе такое позволить.
Так, еще у вас на пороге какой-то уникальный специалист. Я не могу сказать, какого профиля, потому что вы все слишком разные. Но этот специалист вам необходим, либо вы очень долго искали специалиста подобного уровня, да, профиля, уровня, специфики. Вы буквально, ну, тема у нас на пороге, да, это какая встреча будет. Но тут показано, что вы буквально за этим человеком сорветесь и побежите. Да, возможно, вам дадут контакты этого человека, либо за вас договорятся, чтобы этот человек там вас принял у себя, да, либо посмотрел, если это доктор. И вы прям срываетесь и бежите к этому человеку. Прям хватаетесь за этого специалиста, как за соломинку. И знаете, вот действительно крутой специалист, такого специалиста стоило подождать, поискать. Человек, во-первых, вас сразу обнадежит, во-вторых, отнесется к вам как к родной, и в-третьих, человек действительно вот с душой делает свое дело. Вот здесь ничего не вижу про личное, про интимное, здесь именно вот чисто профессиональное идет. Вот так будете благодарны судьбе за то, что наконец-таки такого человечка нашли, что вот у вас все так случилось, сложилось. Еще у вас на пороге, ну, у кого-то из вас, да, понятно, что отсыпка общая, слишком много здесь персонажей, но тем не менее. Вот идет мне женщина. Женщина такая, знаете, очень... Душа у нее черная, да, она очень завистливая, она очень ревнивая, она... Человек, который вот прям всех ненавидит, да, и ей почему-то кажется, что все вот ей что-то должны. Эта женщина, она идет к вам на порог, ну, буквально для того, чтобы, ну, вот, отравить вам жизнь, да, может быть, каких-то гадостей наговорить, в чем-то вас обвинить, что-то от вас потребовать. Очень ужасный человек. И она достаточно хитрый человек и будет действовать как-то, знаете, что вот я, да за мной люди стоят, да я вот такая, я сякая, я крутая. То есть она будет рассказывать то, чего на самом деле нет. То есть попытка вас, не знаю, напугать, запугать, подчинить себе, да, вот какие-то такие моменты. И девушки, которые в отношениях находятся, эта женщина может быть вашей разлучницей, да, соперницей, которая придет и начнет вам говорить, что я там от твоего мужа беременна, да, либо от парня беременна, что мы там уже там много лет встречаемся, что он там тебя жалеет и от тебя не уходит, да, какие-то такие вещи будут ужасные говорить, но это все будет неправда. И у кого-то еще может отыграться, что не прямой контакт с этой женщиной, допустим, она там по телефону вам там смс-ку пришлет, либо какие-то отредактированные, там, отфотошопленные фотографии, да, типа вот смотри, твой суженый, да, твой любимый мужчина меня там зажимает, обнимает, и у нас там интимная жизнь. То есть она вам будет говорить неправду. Она очень злобная, и ну, вот ей хочется, да, хочется либо вам навредить, либо вашу жизнь прожить, ну, либо она соперница и действительно пользуется такими методами. Да? Может быть, мужчина там не особо ее воспринимает, и она такая, ну, типа, я добьюсь, чтобы вы разошлись, да, и она может прийти и вам такие гадости наговорить. Тут вам совет простой, вот прям, ну, меж глаз, понимаете, вот сразу, да, не давайте ей сказать слово, а прямо меж глаз бейте ее и все. Ну, потому что по-другому она не понимает. Вот скотский человек, понимаете, скотский, вот во всех именно негативных проявлениях этого выражения. Тут договориться нельзя, тут объясниться нельзя. Человек только силу, грубую силу понимает, да. Вот, и не дайте ей себя запугать, потому что она простая женщина, ничего там нет, никого за ней нет. Это просто ее как бы фантазии, да, назовем это так. Завидует вам, ревнует к вам. Вот хочется, как вы, хочется вашу жизнь прожить. Очень негативная женщина. Так, и еще я вижу кого-то, кто не на пороге, но кто стремится на ваш порог. Здесь какой-то человек вам заявит, что хотел бы к вам приехать. Может быть, вы в интернете с кем-то общаетесь, и человек такой, я хочу к тебе приехать. И вы такая, о, не хватало мне еще. А может, наоборот, скажете, да, я тоже этого хочу. То есть давно общаемся, может быть, какой-то жених у вас. Вот, будет очень приятно. Но тут именно намерение человек высказывает. Не факт, что получится, может быть, там еще все переиграется, может быть,
вы там к нему поедете, либо вы где-то там вместе отдохнете на нейтральной территории. Но вот намерения будут высказаны, намерения для вас это прям такое хорошее намерение, вы будете абсолютно не против, и даже это поднимет вам настроение. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.